Книга действительно имеет большое значение в истории любого народа. Башкиры тоже очень ценили письменную культуру, потому что они всегда с уважением относились к представителям интеллигенции, к людям, которые умели читать, писать, знали много, к ученым. И, естественно, книга занимает большое место в культуре башкир, и не только башкир, но и многих других тюркских народов. Книга изначально у нас в Башкирии была на арабской графике. И, естественно, при переходе с одного алфавита на другой, естественно, книги тоже появлялись на разных алфавитах. Книга вначале была рукописная, и лишь после появления книгопечатаний до Башкирии начали прибывать печатные книги. В Башкортостане и в настоящее время находят очень много старопечатных книг. На территории Башкирии в настоящее время сохранились книги 18-19, начала 20 века и даже до середины 20 века, написанные на арабской графике. Многие книги написаны на арабском языке, есть книги на персидском языке, есть книги на тюркских языках. На тюркских языках тоже имеют свои особенности, то есть многие книги написаны с использованием османского языка, на старотюркском, который является смесью различных диалектов и языков тюркских народов. Слово «книга» на башкирском языке является «китаб». Это арабское слово, а в старых тюркских языках сохранилось еще слово «бету», что означает, что это надпись, то есть и еще слово употребляется яду, ядмак, это писать, то есть употребляли различные варианты слова, но в виде книги уже у нас в настоящее время используется слово арабское «китаб». Рукописные книги, многие из них переписывались. Каждая книга имеет автора, кроме автора, здесь в этих книгах зафиксированы имена переписчиков, места переписки. И если исследовать эти надписи и сравнивать с другими историческими данными, то можно установить, что эти книги были написаны предком какого-то жителя нашего региона. И можно установить в медресе какой деревни, какого муллы она была переписана и в какой день она была переписана. То есть такие сведения содержатся в этих рукописных книгах. Такие сведения по истории бытования книги можно найти и в старопечатных книгах. На полях любых старопечатных изданий содержатся бытовые записи. Есть сведения о рождении детей, о смерти какого-либо человека. То есть, если их исследовать, то можно по ним восстановить историческую ситуацию какого-либо конкретного региона. Иногда встречаются очень интересные записи. Небольшая надпись может быть осветить какой-то период деятельности очень известного человека. Например, в старопечатных книгах и изданиях, которые хранятся в отделе рукописей редких книг Национальной библиотеки Республики Башкортостан, мы можем узнать, что эту газету, эту книгу читал какой-то известный ученый, например, Риза Фахретдинов или Мухаммед Салим Умитбаев, допустим. То есть мы можем восстановить, что это был мулла какого-то уезда, которые когда-либо были владельцами этой книги. Книга имела большое значение, потому что она несла очень много знаний для любых его читателей. О книге самые лучшие слова, наверное, сказал Риза Фахретдинов, который сказал, что это друг в одиночестве даст вам знание. Было описано
Резой Фахридинов в сочинениях, известных под названием «Насихаты», наставления. Появление башкирской печати в 20-х годах прошлого века связано не только с изменениями в социальной жизни общества, но и с тем, что общество само по себе желало видеть эти издания. Например, в начале 20 века уже достаточно хорошо была развита письменность на казахском языке, изданий много было, книги появились. И уже, возможно, даже если бы не было 1917 года, возник бы вопрос создания именно письменности на башкирском языке. Об этом свидетельствуют многие материалы, которые опубликованы в газетах, книгах того времени. В книгах отражались достижения науки. Были книги по математике, были книги по геометрии, были книги по логике, языку, истории, по религии. То есть в этих книгах в целом отражалась жизнь того периода в полной мере. То есть книги до революции несли очень громадный потенциал знаний, которые были нужны в то время. Книги издавались в различных регионах. К сожалению, центром книгопечатания город Уфа стало попозже. И хотя в начале 20 века появилось много изданий, многие из них, к сожалению, не дошли, не сохранились до наших дней. Возможно, для изучения распространения и бытования этих книг нужно продолжать археографические экспедиции и исследования в различных районах Башкортостана, потому что при таком исследовании иногда появляются издания, которые были опубликованы в Уфе, о которых мы до сего времени не знали. Какая самая старая книга сохранилась в Башкирии? У нас обычно считается, принято, что эта книга является рукопись Мишкат аль-Масахибих, которая хранится в фонде рукописей и старопечатных книг Института истории языка и литературы. Кроме него имеются остатки в большом количестве книг XVIII века, и самое большее количество книг осталось от XIX и начала XX века. Конечно же, по поводу сохранности этих рукописей и книг говорил Резаэддин Фахридинов. Он говорил, что, к сожалению, у нас не было своих архивов рукописей. У нас были деревянные дома, которые сгорали при пожарах. И, естественно, до сегодняшнего дня не сохранились многие рукописи. Этому способствовало то, что в Башкирии неоднократно проходили восстания, во время которых тоже терялись книги, сжигались книги тоже. И вопрос сохранности книг он поднял в начале 20 века. Он описал, какие очень ценные рукописные произведения остались до сегодняшнего дня не только на территории Башкирии, но и в других областях. И он обратился в Академию наук в Петербург с просьбой собрать самые лучшие произведения для того, чтобы они были сохранены. Он описывал период разгара атеизма, когда многие арабографичные книги были уничтожены. И как описывает он по рассказам тех людей, которые работали на этих фабриках бумажных, эти книги свозились телегами, складывались громадными кучами. Там хранились очень редкие книги, которые имели значение не только для истории Башкортостана,
но и для истории всего Востока и всего мира. Он их перечисляет и просит, чтобы эти книги собрали хотя бы самые ценные и сохранили для будущего. Таким образом, наши книги, имевшие большое значение в жизни, имеют и такую страницу истории. На многих арабографичных рукописях иногда встречаются надписи: эти книги не нужны, нужно сдать в утиль сырье. Этот период также отображает тот период, когда к арабографичным материалам и книгам относились как к остаткам ненужного прошлого. Хотя в них имелись много ценных данных по истории, культуре и этнографии башкир и других народов. Необходимо сказать, что книги в Башкирии хранились в частных собраниях. Кроме того, имелись до революции многие библиотеки, которые также имели восточные рукописи и старопечатные издания. Некоторые издания приходили из дальних краев. Например, известно, что многие ученые выписывали книги. На некоторых книгах написано, что я купил эту книгу по такой-то цене, и она была прислана мне по почте. Об этом мы можем прочитать также по книгам, по произведениям некоторых авторов, где они тоже пишут, что они смотрели каталоги и послали заявки на приобретение какой-то книги. Кроме того, представители тюркоязычных народов Урала, Поволжья выписывали периодические издания из дальнего зарубежья. Они выписывали книги и газеты из Египта, из Боснии, тогда Австро-Венгрии и других регионов. Кроме того, внутри Российской империи была распространена сеть книготорговли, где издавались каталоги, по которым можно было выбирать книги. В конце многих книг мы можем увидеть списки литературы, которые они могли при необходимости выписать или начать поиск, где их взять и прочитать. Книги ценились. Многие эти авторы рукописных сочинений пишут, что в такой-то библиотеке хранятся такие-то списки, дают очень громадный большой список книг, которые хранятся в личной библиотеке какого-либо представителя интеллигенции. То есть книга ценилась, всегда она приносила большую пользу для народа. Книга являлась источником знаний, поэтому, наверное, ее и ценили. В фонд национальной библиотеки попали книги из дореволюционных изданий, в том числе и арабографичные. Арабографичные книги сохранились, кроме того, в книжной палате, которая вошла теперь в состав Национального архива Республики Башкортостан. Сохранились старые книги в научной библиотеке Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Сохранились они и в Национальном музее Республики Башкортостан. Большое количество книг имеется в частных собраниях, и в течение 20-го столетия в разной степени, в различные периоды изучались книги, которые встречались ученым. Например, имеются пометки: во время поездки в какие-то районы ученые им давали книги, которые они привозили в Уфу.